Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. По мнению мужчины, что вы о нем думаете? Как вы к нему относитесь? Вот что он себе там представляет? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину, о котором хотите узнать. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, смотрите, чудовище и красавица. Ну надо же, какой самокритичный мужчина. О, так он вас любит, да, считает себя чудовищем с рогами, с копытами и хвостом, а вас он считает красавицей. Не знаю, то ли ему кажется, что вы его боитесь, а то ли, может быть, он так себя недооценивает, да, думает, что ой, она у меня такая красивая, я такое чудовище, ну прям бабуин вылитый, а она у меня красотка, красивее никого на свете нет, а я вот чудовище. А у кого-то отыграется, вот если вы загадали на мужчину, который только лишь начал за вами ухаживать, ну, либо вы там гляделки играете, то он, скорее всего, считает, что вы его боитесь, да, потому что вот лицом неказистый, да, и, скорее всего, там манерами не блещет. И вот вы его боитесь. Угу. Нет, мужчина явно любит, не знаю, признавался, не признавался, но у него чувства к вам очень серьезные. И еще он говорит, если я чудовище, то я, как чудовище, буду охранять свою принцессу и никого не подпущу. Да? Любому рыцарю руки-ноги сломаю и в баранку закручу, да? Чтобы не лезли к моей принцессе. Вот. Я чудовище, а вот она меня полюбит, она меня поцелует, и я в прекрасного принца превращусь. Да? Будет мое преображение. Может, он у вас как детство еще не до конца отпустил, сказки любит. Но себя, да, он чудовищем показал. Видите, вот какой-то клюв у него, рога, какие-то крылья торчат, хвост, эти козлиные ноги. Ну, чудовище, да, чудовище. Так, еще он думает, что вы без него не сможете, без него не справитесь. То есть, возможно, вы в его глазах такая хрупкая, ранимая, нежная, слабая. В его глазах, да? Вот он считает, что вы думаете, что без него вы не сможете, что вам необходимо его покровительство, его защита, его умственные способности, да, для того, чтобы решать ваши проблемы. Ну и как бы должен быть вашим этим телохранителем, да, что вы считаете его все-таки сильным мужчиной, и он вам нужен, потому что вы слабая женщина. Тут он, конечно, очень сильно ошибается, потому что, да, вы хрупкая, вы изящная, вы утонченная, но никак не слабая. Вы ему еще и фору дадите, да, если будет какое-то такое событие, да, где нужно проявить силу физическую, силу духа, ментальную, вы точно фору ему дадите и точно его обыграете. Но он об этом не догадывается, и да, наверное, лучше ему об этом не знать. Также он считает, что, по вашему мнению, он, ну, как состоявшийся, состоятельный мужчина с блестящим будущим. И что вы, ну, так сказать, позволили ему быть рядом с собой, потому что вы видите его перспективы, да, что для него там небо в алмазах откроется. Но он тоже тут ошибается, потому что вы сами лыком не шиты, вы женщина с высокими ментальными способностями и не привыкли от кого-то зависеть, да, то есть не ищите себе какого-то папика. А по поводу этого мужчины, мне кажется, что на самом-то деле вам все про него ясно. Ясно про его все наклонности, склонности, способности, умения, таланты. И вы не ждете от него ничего там, ну, специфического и особенного. То есть вы верите в него, но доверяете себе. То есть прежде всего вы полагаетесь на свою голову, руки, ноги, да?
То есть от мужчин вы точно зависеть не хотите, а может, вас жизнь научила, что не стоит на мужчин полагаться, потому что мужчины, ну, всякие разные бывают. Вот почему-то мне кажется, что он практически во всем ошибается. Вот то, как он вас воспринимает, он ошибается. Но опять же, он же смотрит со своей мужской позиции. А может быть, вы с ним в игру такую играете, да? А поскольку ваши ментальные способности опережают его ментальные способности, то есть ему уже никогда вас не разгадать, никогда не дотянуться до вашей высоты. Никогда не сможет увидеть мир и происходящее вашими глазами. Может, это, кстати, и к лучшему. Потому что если бы он смог, он бы, конечно, расплакался, да? Расплакался, точно, как мальчик бы расплакался. Еще мужчина считает, что вы немножко такая ветреная, да? Что вы, возможно, легко там сходитесь, ну не то чтобы сходитесь, скорее легко подвержены влиянию других мужчин. И он такой, ну мне надо быть рядом, потому что она у меня такая малышка-глупышка, чтобы какой-то другой там этот рыцарь, да, мужчина ее не соблазнил. Вот, да, потому что она в мужчинах не разбирается, потому что ее там любой мужлан может обмануть. Но опять же, он не прав, потому что вы в мужчинах как раз-таки очень хорошо разбираетесь. И козлометр у вас настроен что надо, да, прям без погрешности показывает. И да, вот почему-то мне идет, сейчас я на картах проверю, что вы с ним как будто бы играете, как в кошки-мышки, наверное, да? Вы себя типа показываете слабенькой, на самом деле вы просто амазонка настоящая, да? Ну да, в принципе, мужчины любят женщин, которые там в тревоге, в заботе, в нужде, в испуге самоутверждаются, да? Рядом со слабой женщиной мужчина растет и самоутверждается. И, возможно, вы это тоже прекрасно понимаете, поэтому это ваша игра на 100% беспроигрышная, и мужчину буквально как сетями, да, вот опутала эта ваша игра. А может, это все и непроизвольно, может, вы и не играете. Вы такая, как есть, да, такая девочка с азартом, девушка, да, женщина с азартом, которая берет от жизни лучшее, да, скажем так. Я просто хочу понять вашу позицию. Потому что его глазами тут совершенно ничего не понятно. Так, теплое, семейное, домашнее, прошлое, от которого хочется бежать и прятаться, забыться и спрятаться. Да. Смотрите, я так скажу, что вы девушка с сюрпризом. Прошлое вас прокачало, одело вас в броню. И буквально как стержень, да, ваш стержень, жизненный стержень, он очень сильно укрепился именно на бедах и проблемах прошлого. Не пройди вы свое прошлое, вы бы не стали той, кем вы являетесь в сегодняшнем дне. В мужчинах вы прекрасно разбираетесь. Вы, мужчин насквозь видите. Буквально не успели вы мужчину увидеть, вы уже понимаете, да, вот как будто бы программа внутри в голове сработала, и там целое досье, да, что за человек, на что способен, с какими наклонностями, вообще достоин или недостоин. Вы, женщина, действительно какая-то особенная, очень красивая. Вы по звезде привлекаете очень много внимания. И женщина, имеющая особые таланты и ценность, не знаю, может быть, даже и способности у вас очень серьезные есть. Но опять же, вы это не показываете для всех. Вы это для себя бережете. А может, просто время еще не пришло в вашей звезде загореться для всех. Вы сами себе подсвечиваете. По поводу этого мужчины. Ну, как ни странно, он вам нравится. Да? Какой-то особой любви пока нет, но он вам нравится на самом деле. И вы его рассматриваете как мужчину для создания серьезных отношений. Ну, по крайней мере, надеетесь, да, на то, что что-то из этого может выйти. Но вы не с завязанными глазами. Да? Нет такого, что вот влюбилась и забылась, да, готова ради мужчины пойти на все. Нет, вы контролируете свои эмоции. Вы знаете, что вы говорите, когда вы говорите, что вы транслируете, чего вы не транслируете. То есть, в принципе, у вас там все точно, да, все работает. Хорошо, давайте на него теперь на картах посмотрим. Что про него расскажут карты? Ух ты. Ой. Ну, самомнение, конечно, у него тут не отбавляй, да. Мужчина считает себя таким крепышом, что вот там я такой стабильный, весь из себя, мужик-башня.
со мной там не пропадешь, да, я имею стойкий иммунитет ко всякого рода там неприятностям, болезням и прочему. Ну, считает, что у него очень выдающееся мужское достоинство, такое, что прям все завидуют, да, что женщин в восторг приводит, считает себя каким-то везунчиком, считает себя таким баловнем судьбы, считает себя невероятно умным человеком, таким, знаете, вот даже не просто умным, а, ну, давайте скажем, как есть, типа прожженным, хитрым, да, потому что лиса все-таки выходит. Ну, а по факту он похож чем-то на вас в плане, что он простой, земной, семейные ценности для него важны, и еще он от судьбы зависим. То есть его ведут. Если вы сама себе хозяйка, вы сами строите свою жизнь и сами выбираете, с кем быть, на каких условиях, с чем вы согласны, с чем не согласны, то он полагается на фатум. Да? Он такой типа, ну, значит, так судьба велит, да, либо значит, это мне по судьбе. Вас он считает своей судьбоносной женщиной для создания семьи, для того, чтобы обустроить гнездо и завести птенцов. Да? Следующему поколению дать жизнь. Он себя так мнит и считает. Ну, опять же, вот то, что он себя лисой считает, это, конечно, хвастовство. Да? Слишком много на себя мужчина берет. Хорошо, прав ли этот мужчина по поводу вас? Да? Вот то, что он про вас думает, как он там вас видит и что думает о ваших чувствах. Потому что песок показывает, что мужчина абсолютно не прав и абсолютно в вас заблуждается. Но опять же, он заблуждается ровно настолько, насколько вы ему позволяете. Это он не сам придумал. Это то, что вы ему транслируете и во что он с готовностью верит. Да? Такой немножко наивный персонаж. Давайте глянем. Хотя вот песок сказал, что все-таки нет. Ну, последняя карта все, конечно, тут нам подпортила. Все-таки он путается, и все-таки он все не так воспринимает. Вы женщина-лилия, то есть такая вся роковая женщина, да, женщина судьбоносная, женщина красной линии, проходящая сквозь жизни мужчин. Вы как яркое солнце. И мужчины, конечно, на вас реагируют. Каждому хочется быть с вами вместе. И тут именно речь о серьезных отношениях. То, что он думает про вас, ну, по перекрестку, ну, это далеко от реальности. То есть вы мастер своего дела, своего таланта, вы умеете играть, вы умеете запутать мужчину, вы умеете транслировать то, что вам выгодно. А мужчина прям верит во все, что вы транслируете. И наоборот считает вас такой ранимой, несчастной, маленькой, глупенькой девочкой, которой нужно покровительство, защита, помощь, там, не знаю, все на свете, да, нужно. А на самом деле вы, ну, грубо говоря, ни в чем особо и не нуждаетесь. В том, что вы умеете, извините, скажу, как есть, мужчинами пользоваться, это прям факт, это 100%. И вы этому научились, ну, не потому, что вы такой родились, а потому, что вы прошли такую школу, да, когда вы понимаете, что все друг друга используют, да, только как? Либо вы, либо вас. Вы больше не хотите, чтобы вас использовали. Теперь вы сами используете. Закон сильнейшего, да, закон выживания. Не потому, что вы такая, а потому, что так пришлось. Вот и все. Возможно, если вы убедитесь, что этот человек там, верный, преданный, любит вас, то вы, конечно, будете себя по-другому вести. Возможно. А возможно, до конца будете в своей роли, и как бы это будет ваша гарантия, что не будет боли, не будет слез, не будет каких-то очень неприятных моментов, последствий. Ну, девочки, все, он в ваших руках, он в вашей власти, хотя даже об этом не догадывается. И вот идет у меня это ощущение, что он никогда правды не узнает. Ну, в принципе, да. Меньше знает, лучше спит. Все. Ваша позиция максимально выгодная, и вы все сделали так, как надо. Мужчина живет в своих иллюзиях, ему эти иллюзии приятны, они его и стимулируют, и мотивируют, и разжигают в нем любовь и страсть, и желание, там, не знаю, защищать, помогать.
Ну и пусть так будет, да? Вы от этого только лишь выигрыши. Что касается этого мужчины как пары, ну неплохой, да, если с ним поработать, если его там подучить, подтянуть, там, научить чему-то, то, в принципе, далеко пойдет. Далеко. Опять же, нужна такая вот прям властная, но ласковая женская рука. При правильном обучении и воспитании мужчина многого добьется. А то, что он считает вас красавицей, а себя чудовищем, ну, так это вообще прекрасно. Да? Больше будет ценить, больше будет любить, больше будет за вами бегать. Так, еще по его мнению, вот забыла вам сказать, по его мнению, вы считаете, что этот мужчина, ну, вам по судьбе, да? Может быть, вы ему как-то намекнули на это, может быть, и еще что-то. Вот прям, что вы им дорожите, что вы его цените. Не знаю, насколько для вас эта информация важна, но мужчина все-таки фаталист. Да? Он верит в судьбу, он может это отрицать на людях, но внутренне у него прям вера просто 100 из 100. Да? Что вот все в руках Божьих, что это судьба, что фатум, что вот как прописано, так и случится. Да? Что мы люди ни на что не влияем и ничего изменить не можем. Вот, что все уже было прописано до нашего прихода на эту прекрасную землю. Вот он в это верит. И, кстати, вы можете этим пользоваться в своих интересах, в своих маленьких женских интересах. В принципе, да, это как даже такой рычаг воздействия либо влияния на этого мужчину. Ничего он про вас не знает. И, кстати, так будет интересней. Чем больше вы будете общаться, тем больше вы будете ему открываться, опять же, если захотите, и тем больше этот мужчина будет от вас в восторге. Но представьте, он знает, что вот книга прочитана, а тут раз, оказывается, это другое издание, а оказывается, это вообще другая книга, с которой он вообще не знаком. И да, вот интерес он будет постоянно подогреваться и никогда не угаснет. Это тоже очень важно в отношениях. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.